Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на октябрь 2020 года для весов. Давайте посмотрим, какой месяц будет. Четверка чаш выпадает как карта месяца. Это начало месяца, середина и окончание месяца. Так, карту на отношения достанем. Карту на работу, карта на деньги, на здоровье и карта итога месяца. Подсказываем из цыганской колоды. Итак, у нас выпадает четверка чаш. Карта, которая говорит о том, что у нас очень много будет важного связано со взаимоотношениями, с семьей, с какими-то чувствами, которые вот у нас будут. Может быть, это чувства, которые трудно, допустим, контролировать, да, или это какая-то депрессия, или, может быть, просто какое-то вот состояние такой внутренней грусти, печали, да, вот здесь вот может быть и такое. Также карта говорит о том, что вот если в этом месяце вы будете чувствовать себя вот как-то угнетенно, то, скорее всего, вы неправильным путем двигаетесь, потому что вот эта карта, она как показатель того, что в жизни у нас правильно, что нет. Когда мы действительно верным путем идем, когда мы все правильно делаем, то четверка чаш проявляется как подарок, как какой-то шанс, который приходит в нашу жизнь, как то, что... Вы знаете, по судьбе дается, это может быть любовь новая, это может быть новая работа, это может быть подарок денежный, то есть что-то хорошее, да, вот можете проследить, насколько у вас это все будет проявляться, да, если у вас состояние будет не очень хорошим, вот именно в плане эмоций, значит, нужно будет посмотреть. И, кстати, вот те ситуации, те люди, на которые вы будете так реагировать, вот они как раз и требуют перемен, и это подсказка. Первая часть месяца, посмотрите, это туз чаш, замечательная карта, которая как раз и тот самый шанс нам дает, который мы можем пропустить, если будем в таком вот состоянии неудовлетворительном, да, когда мы можем что-то не оценить. Или бояться, допустим, что-то в жизни поменять, потому что туз чаш – это всегда карта, знаете, самореализации, это карта подарков, любви, это все такое, может быть, неожиданное, но оно требует обновления нашей жизни, оно требует каких-то перемен, и не всегда мы к этому готовы, да, то есть вот здесь нужно быть, конечно, открытым к людям, открытым к переменам, к тому, чтобы проявлять как-то свои способности, таланты. Вторая часть месяца, середина месяца, это у нас тройка жезлов. А тройка жезлов – это уже карта более действенная, да, то есть если здесь у нас только шансы и какие-то настроения, да, то здесь уже у нас какие-то результаты есть, которые мы в это время получаем. А тройка жезлов – это у нас получение результатов от начинаний наших. Это приобретение, может быть, автомобиля, это может быть получение прав на вождение автомобилем. Здесь может также проигрываться тема каких-то спортивных соревнований или просто какой-то конкуренции, когда вот мы победили и рады этому очень, да, горды собой. А также это у нас карта, знаете, когда нас уважают. Это состояние нашего ума. Если вот здесь вот у нас как-то еще задумчивое такое состояние, может быть, выбора какого-то или желание отдохнуть, может быть, самоустраниться, то в середине месяца вот у нас прям энергия здесь просыпается, и мы хотим многого достичь. Может быть, знаете, вот прям даже силой воли будем что-то достигать, уверены будем в себе, мы будем чувствовать, что вот мы можем то, что вот хочется нам, да, вот нам это под силу. Или будет такое состояние, вот я сейчас покажу и себе, и всем, на что я способен. Вот как-то вот таким образом мы можем себя проявлять. Здесь очень хорошая тема, в смысле, эта карта дает очень хорошее здоровье, показатель, да, хорошего здоровья, выздоровления. Это карта перемены в настроении и перемены состояния нашего ума.
Это перемена в способах решения вопроса. Вот, допустим, привыкли вот так действовать, да, а тут вдруг попробовали активничать и понравилось. В конце месяца у нас рыцарь Пентаклей, карта, которая говорит уже о некоторых достижениях, о стабильности, о защищенности. И мы, в принципе, здесь вот в абсолютно спокойном уже состоянии находимся. Особенно те, кто воспользовались шансом, добились каких-то успехов. Теперь вот мы начинаем это все закреплять в своей жизни, да. И здесь очень такая стабильная третья часть месяца. В отношениях выпадает карта Солнца, старший аркан, замечательная карта, которая говорит как раз о том, что может на новый уровень будут выходить отношения, может быть встреча с подходящим человеком, для кого-то это рождение ребенка, улучшение финансового благосостояния. Давайте посмотрим, что нам карты скажут. Для тех, кто в поиске партнера, десятка червовая. Вот как раз вот здесь вот новая встреча. Этот человек не просто вам подходит, вы с ним на одной волне. Это человек, которому можно будет доверять, и он долгое время может с вами в жизни оставаться. Или, может быть, друзья вас познакомят. Теперь те, кто в паре. Девятка пиковая. Вот в паре очень все стабильно, в паре все надежно. И, возможно, это касается не только ваших взаимоотношений, но и финансовой части, да. Также здесь, если были, допустим, какие-то ссоры, конфликты, то вот эта карта может говорить, что они могут затянуться. Но все-таки, чтобы этот вопрос решить, вам самим, весы, нужно проявить какую-то настойчивость, решительность и довести вот до конца этот вопрос. То есть здесь вот, скорее всего, партнер будет сопротивляться или не будет проявлять инициативу в решении вопроса. И придется действовать вам. Но, в принципе, у вас очень удачный месяц для того, чтобы вот добиваться своего, для того, чтобы реализовывать какие-то ваши планы, мечты, желания. И в деньгах будет тоже удача. Поэтому, в принципе, вот это даже и хорошо, что вы берете инициативу в свои руки, потому что для вас это очень удачный месяц. И для тех, кто в ссоре, король бубновый. Карта говорит о том, что вы можете, знаете, рискнуть, скажем так, помириться, да. На самом деле ваш партнер, он, скорее всего, человек, который с большими планами, с большими запросами. И вот если вы поссорились, да, то он как-то особо тут не огорчается и думает, ну, нет, так нет, я поищу в другой стороне, да. Вот, но вот есть шанс помириться, если вы все-таки проявите инициативу и попытаетесь договориться с этим человеком. Вот если он вам дорог, то вот именно ваша инициатива здесь приветствуется. Работа. Здесь выпадает карта шут. Очень большие перемены могут быть в работе. Это что-то новое, неизведанное, неожиданное, которого совершенно мы не ждем. И даже какая бы мысль сейчас вам в голову не приходила, что это может быть, оно обязательно будет чем-то другим. Потому это и неожиданность, да, потому это и шок, что мы не можем предугадать, что произойдет. Но тем не менее, это все-таки и выигрышная карта. То есть это освобождение от чего-то ненужного. Это какая-то легкость в работе, работа с долей творчества. Это, в общем, новое что-то, какое-то новое направление, которое вы начнете осваивать. И, скорее всего, это вам понравится. И карта всегда говорит, чтобы мы прислушивались к себе, к своей интуиции, потому что очень отчетливо мы здесь будем понимать, как для нас хорошо. И что бы нам ни говорили, нужно прислушиваться к себе. А теперь посмотрим, что ждет тех, кто у нас в поиске работы, валет трефовый. Но карта говорит о том, что вы можете очень много усилий потратить в этом месяце на поиск работы и, скорее всего, найдете. Но очень много здесь усилий потратите. Также здесь, может быть, будут встречаться вам такие варианты, которые вас никак не устраивают, либо руководство, допустим, не подходит, да, вот, может быть, сразу конфликт какой-то у вас, или еще что-то вам не нравится. То есть, в принципе, вариантов много, но приходится почему-то побегать, приходится поискать все-таки то, что подойдет, и оно обязательно появится. Вот по карте шут, это нулевой аркан, это начало цикла, начало периода, поэтому обязательно будет у вас здесь работа, но не поленитесь просто поискать.
Здесь от вас зависит, вот чем больше вы будете вкладываться, тем лучше будет результат. А для тех, кто уже имеет работу, девятка трефовая, карта говорит о том, что день будет постоянно занят разными делами, вы можете как-то профессионально очень хорошо проявиться. Здесь может быть что-то связано с карьерой, с должностью, да, изменения, улучшения, повышения, причем неожиданные. И также карта может говорить о том, что вас кто-то может тут одурачить, подставить и все такое прочее. То есть нужно быть очень осторожными в коллективе, со словами, с поступками, с ошибками и так далее. Прям будьте внимательны в этом месяце. Для тех, кто своим делом зарабатывает, король пиковый. Но карта говорит о том, что у вас будет какая-то удача благодаря тем связям, которые у вас есть. Какую-то большую задачу вы решите, и для вас это откроет вообще новые возможности, новый мир. Может быть, и поможет вам кто-то, а может быть, просто ваш опыт, ваша зрелость, ваше такое вот отношение мудрое к работе, к людям, оно даст вам возможность выйти на новый уровень. Может быть, даже будут ситуации, которые может быть, не очень вам понравится, да, вот, допустим, вы не хотели бы, чтобы у вас вот эти вот неожиданности происходили, но, тем не менее, все к лучшему будет обязательно. А также здесь может быть вопрос профессионального опыта. Может быть, придется открывать какое-то новое направление, где вы совершенно ничего не понимаете, вам нужно будет учиться, и, возможно, вам нужно будет хорошего наставника найти себе. Деньги. Выпадает старший аркан влюбленные. Для тех, кто на зарплате, карта может говорить о том, что у вас появится еще один источник дохода или предложение, чтобы сменить деятельность. И, скорее всего, у вас здесь все очень даже хорошо получится, потому что просто так по старшему аркану предложение не делается. Да, вот действительно у вас либо новая деятельность с хорошей зарплатой, либо, может быть, вы выбор сделаете сейчас, а деньги будут приходить позже, да, то есть, может, нужно будет подождать какое-то время или нужно будет поучиться чему-то, да, и потом только уже будут деньги приходить, но они будут стабильные. Вот, очень хороший тут у вас будет вариант по деньгам. В этом же месяце здесь может быть какая-то премия, кроме зарплаты. Для тех, кто своим делом зарабатывает, восьмерка червовая, карта говорит, что вы будете вот как раз вот по этой карте, да, в соединении с восьмеркой червовой у вас будут времена, когда потребуется отдых или будет такое разочарование какое-то, и вы, допустим, будете думать, что там уже вообще никогда ничего не получится, да, то есть можете так прям разочаровываться очень сильно. И вот буквально в середине месяца, да, к концу месяца уже положение выравнивается, и намного все лучше становится, все меняется, ваше вот это настроение, оно совершенно уже уходит, перестает вас беспокоить. Все у вас здесь налаживается. По восьмерке червовой в основном здесь идут ситуации, которые связаны с вашей репутацией, то есть ваш прошлый опыт, ваше имя, ваш вклад, он обязательно даст вам возможность заработать в этом месяце. Здоровье. По здоровью выпадает король жезлов. Очень хорошая возможность для того, чтобы выйти из какого-то затяжного заболевания, которое вот вы думали, что вообще уже вылечить невозможно. Да? Также хорошее время для того, чтобы укреплять здоровье, укреплять иммунитет. И вот вы будете чувствовать, что у вас очень много сил, очень много энергии, и благодаря этому вот ничто к вам здесь не пристает, никакая болезнь, никакая зараза, да, то есть у вас действительно очень хорошее, крепкое здоровье и хорошие возможности для исцеления. По итогу этого месяца выпадает карта суд. Это очень, конечно, серьезный месяц будет для вас, в чем-то решающим, и будет, скорее всего, дана возможность либо в отношениях все поменять коренным образом, либо в деятельности, потому что здесь у нас карта призвания и карта судьбы, да, выпадает. То есть все, что вам положено, вот по судьбе вы обязательно это получите, ничто мимо вас не пройдет. И когда месяц закончится, вы будете прямо ощущать, что действительно, насколько моя жизнь изменилась, как хорошо, что изменения какие-то пришли в мою жизнь, да, и я теперь совершенно по-другому себя чувствую.
и чувствую себя на своем месте, и чувствую, что рядом со мной люди подходящие. Вот такое будет настроение у вас. Друзья, желаю прекрасного месяца, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.